Москва да оча, говоря, да за захтинта вагнала за тана таст кудала кез. Машал за харкоз, харкоз, козу. هذا قصتنا كيدك خذوا قيد ترسا كيلو كذا قيد الله ذكرك زكتها جل من شكرك هالخرق بدي تشاورك يا أخي ده ما شاء كذا كذا شلون تعرف قدر شو كذا تاريخ تكلم مو لزجي شلون لزجي خبرني لزجي بيتك لزجي تاريخ تين مريكا تلك شيخي بحاجفاتش на рустам будемо числата разгичала бем гафара мач учи сакханота себе учите за кез акриза лактки врачна инла готовна русчал шейхи пач надхода тарсуни бязе гафар бязе кусар за кез разгичала макар То есть, что конечно, или когда я чувствую, мы там элхи родимство. Акимство. Ильдар. Динарова. Арсен. Диларова. Зижила. Ой, машалла. Решали Тара. Фатима Аиша. Фатима Аиша. У меня тоже Фатима дочь. Хорошо. Зитвара из Руслана Курбанов занес Курахуре Ханахануа Дедис. И видишь, что дал Чехуре Шамиштата. Ах, почему? Зи видишь, хрел Чехзанах Фануат Ставропольский край, Хана школа Ктягнец. Школа Ктягала Хтан Шамахачкал Дис, Хана Кявнат за университета. Ах, подготовлен зи умер Дуня Девикар Гатваз. Махачкал да Гатваз Петербург да Махачкал Дис, Махачкал да Дамаск Дис, Дамаск да Вашингтон Дис, Вашингтон да Ахпа Европа Дис, Европа да Москва Дис. Арика Лади Могил. Аллах сейчас зазорного риск Джавалис. Бисмилля. Я хотел бы узнать, в первую очередь, на каком уровне у вас лезгинский язык и что вы про формирование лезгинского языка знаете, каким образом лезгинский язык вообще появился и как он состоялся, и какие проблемы вас будут встречать на пути сохранения и изучения родного языка. Кто что знает о происхождении лезгинского языка, откуда он вообще появился? Ну, об истории лезгинского языка мы не знаем о происхождении, но это, мы знаем, что лезгины автохтонный народ Кавказа, да, и налицо наличие тот факт, что исконных слов в лезгинском языке мало, их становится все меньше и меньше, потому что в наш язык проникают слова из русского, проникли из арабского, из тюркских языков. Вот, и, в общем, это, наверное, все, что мы знаем об истории, ну, я, по крайней мере. Так, сейчас я открою карты для большей наглядности. Карта Евразии. И WhatsApp. И карта Кавказа. Сегодня у нас будет урок очень пронзительный, очень глубокий, для того, чтобы у вас сложилось цельное представление о том, что такое ваш родной язык и с какими проблемами он сегодня сталкивается. И что каждый из вас мог бы сделать для сохранения родного языка. Ну ничего, с экрана будет видно все. С экрана все
Так, значит, во-первых, есть много версий относительно того, откуда произошли кавказские народы. Вы знаете, что лезгинский язык входит в нахско-дагестанскую языковую семью. Нахско-дагестанская семья она делится на две большие группы, значит, языков. Первая нахская, вторая дагестанская. К нахским языкам какие относятся, кто знает? Башбийский, ингушский, чеченский. Валя, прямо с башбийского. Чеченский, ингушский, арцхоевский, бацбийский. Это языки наших соседей. А сюда относятся все языки Дагестана. Аварский, даргинский, кроме кумыкского. Лезгинский, лакский и так далее. Что это значит? Это значит, что все эти языки произошли из одного корня. И эти языки являются друг другу родственниками. Свидетельством чему является, что старые, древние слова во всех этих языках звучат одинаково. Как на лезгинском будет огонь? А? Цай. Как будет по-лакски огонь? Цай. Как будет по-даргински огонь? Цай. Как будет по-аварски огонь? Цай. Как будет по-чеченски огонь? Цай, 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 цай. Везде цай. Это говорит о том, что мы как славяне, русские, белорусы, поляки, боснийцы, сербы, мы являемся одним народом. В основе мы произошли из одного народа. Слова, допустим, волк, древнее слово. По-чеченски борз, по-аварски бац, по-лезгински. Лезгин использует слово джанаур, но оно не исконное. Джанаур – персидское слово. Есть в словаре слово бац, но, насколько я знаю, Джанаур, его не употребляют. слово персидское, означает хищник, хищный зверь. Лезгинское слово волк – бац. То есть старые древние пласты языковые, они одинаковые. Вода у всех этих языков будет вот так вот. Хи, щи, ци. Лезгинское слово цин, водный, это вот из этого корня происходит. Поэтому вы должны понимать, когда вы слышите соседние языки, вы будете слышать много слов, которые в лезгинском языке тоже присутствуют, но они искажены за долгие годы, пока наши языки расходились. Сейчас я вам покажу одну картинку, где показывают, как эти языки расходились. Да? Что произошло с нашими языками, когда они начали формироваться? Во-первых, они появились сначала из одного корня. Вот так будем дерево рисовать. Вот здесь вот появился корень. И языки начали делиться постепенно. От языков начали отпочковываться разные группы. Да? Вот так вот шло формирование, скажем, нахско-дагестанской группы языков. Вот это вот, ну, допустим, нулевой год нашей эры. И вот в этот нулевой год мы уже вошли разными языками. Разделение произошло где-то много тысяч лет назад, 5000 лет назад, 6000 лет назад, 7000 лет назад. И последние разделения начались уже вот здесь вот, когда, допустим, от лезгинского начал откалываться агульский язык. А вот здесь, допустим, лезгинский язык, да? А вот эти более ранние разделения, это вот на нахскую группу произошло разделение, на дагестанскую группу произошло разделение. И разница за эти годы между языками произошла огромная. Что мы не понимаем не то, что чеченцев и аварцев, мы не понимаем соседний агульский народ, который говорит с нами практически на одном и том же языке. Кроме того, за всю историю
развития лезгинского языка, на него первый мощный пласт наложился персидский. Кто может назвать персидские слова в лезгинском языке? Пенджер. Пенджер. Джанаур. Джанаур. Ширин. Возможно, что ширин персидская, не тюркская, а персидская. Ватан. Это, наверное, арабское. Арабская. Конечно. Арабы они используют ватан. используют есть такое. После персидского на наш язык наложился арабский пласт. Арабские слова кто может назвать? Халал, харам. Халу, хала, Очень глубоко. эми, эме. Даже вот эти вот, то есть степень проникновения арабского языка в наш язык показывает, насколько глубоко в семью зашли эти слова. Обычно внутрь семьи иностранные слова не попадают. Но арабские слова попали достаточно глубоко. Это называется нуклеарная семья, да? Маленькая, вот тесная семья, где отец, мать, дети, брат, сестра, дядя, тетя, ближний круг, нуклеарная семья. Даже туда попали арабские слова. Яркий пример, который я вам приведу. У всех этих народов слово «брат» звучит вот так. Was, what's, wash. Отсюда происходит асу, уч. Это один корень. Почему? Потому что произносили по-разному. Ваш, уш, уш, учу, уцу, уссу по-лакски. И только у лезгин слово стха. Почему? Может быть, потому что они не исконные? Это патриархальные слова, это глубинные, древние слова. Они должны быть одинаковы у всех наших народов. Как слово цай, как слово цин, как слово бац, как слово со или зо. Я. Зу у лезгин, со у ингушей, к примеру, да? Эти глубинные слова должны быть одинаковы, корень один должен быть. Почему у лезгин стха? По той же самой причине, по которой у нас бац, не бац, а джанаур. Потому что это слово заимствовано. Есть глагол арабский. Аха. Быть братом. Пишется как аха. Быть братом. От него есть форма истаха. Истаха. И спрашивает братство, стань моим братом. То есть первое поколение арабов, мусульман, которые пришли на Северный Кавказ, они столкнулись сначала с лезгинами, и те лезгины, которые принимали ислам, они им говорили истах, стань моим братом. Есть такая версия. То есть вот это глубокое проникновение арабских слов в наш язык показывает, насколько глубоко эти слова проникли, и мы от них уже не можем избавиться. Потому что они заменили собой лезгинские слова. И мы не помним, какие эти лезгинские слова были в основе своей. Слово «ктаб», арабское слово «китаб», слово «джибин», арабское слово, слово «хамир». Хозяйка знает, что такое хамир. Хамир – тесто, которое подходит для того, чтобы печь хлеб. Хамир в селах наверняка пекли, дрожжевое тесто, подходящее тесто. Это все арабские слова. Я уже не говорю про религиозные и государственные термины. Кумат, хакикат, миски и так далее. Следующим пластом уже с 10, 11, 12 века стали тюркские заимствования. Кто может назвать тюркские слова в лезгинском языке? Такбир. Такбир, арабское слово такбир. Вот все, что связано с миш, корень, багишламиш, гюзлямиш, башламиш, это все тюркские слова. Ишлямиш. Иш – это работать с тюркского, ишлямиш – вкладывать в работу, как бы
включать в работу, да, использовать. На каждое из этих слов, связанное с лемиш, бариш ламиш, юз лемиш, арши ламиш, у нас есть свои лезгинские эквиваленты, но мы их потеряли, мы их не помним. Плюс огромное количество других слов, такие как, допустим, хатух. У меня с супругой всегда давний спор. Они используют на равнине слово хатух. Кто знает, что такое хатух? Кефир. Сметана. А мы в горах используем исконно лезгинское слово. Кто знает, как по-лезгински хатух? Маст. Маст. Причем это такое же слово, что и мозги. У армян тоже масс. Нет? Маца, что ли? Мацони. У грузин. Вполне возможно, что у нас между народами закавказскими шел обмен. Да? Значит, теперь о версии вообще появления лезгинского народа. Есть версия, что мы на Кавказе не родились. Вот она карта